Я приветствую всех на территории Свободы. Мы с моими коллегами группы Реалитатя проводили 4 месяца исследования ситуации с озером Белеу. Я напомню, что еще в 2021 году, если я не ошибаюсь, парламентская специальная комиссия изучала ситуацию с добычей полезных ископаемых, где в этом докладе мы и обнаружили, что в озере Белеу, на берегу озера Белеу, да, добывается нефть, и как она добывается, и сколько там нарушений. После этого мы уже снимали несколько программ, сейчас мы сделали расследование на эту тему, и сегодня мы будем показывать наше расследование и обсуждать результаты, и то, что в него не вошло, потому что понятно, что в одно расследование все войти не может, и какие есть видения решения проблемы, ситуации с этим реликтовым озером, очень важным для нашей страны, и, как я абсолютно уверенно считаю, которое необходимо сохранить и для наших детей. А мое приглашение принять участие в программе сегодня приняли депутат парламента, тогда была председателем специальной комиссии парламентской, а сейчас уже председатель комиссии по европейской интеграции парламентской, да, Инна Кашеру. Добрый вечер, госпожа Кашеру. Отдельно благодарю вас за то, что вы мне тогда рассказали эту ситуацию, так сказать, подвинули всю нашу команду заняться этим. И вице-директор Апель Молдовии Раду Казаку. Добрый вечер, господин Казаку. Добрый вечер. Итак, давайте начнем с того, что вам известно о ситуации с озером Белеу. Потом мы посмотрим вместе, какие результаты наша команда получила, да, и будем искать уже сообща выходы из этой ситуации, в которой сложилась вокруг этого уникального озера. Мы с вами разговаривали, господин Кашеру, вы тут будете появляться именно кадры с господином Казаку. Мы не разговаривали на эту тему, потому что вы нам тогда не отвечали, мы уже заканчивали. Я рада, что вы сейчас в студии изложите и вашу позицию, или начну, наверное, с вас тогда. Какое отношение у агентства Апель Молдовии к ситуации с озером Белеу? Да, отношение, естественно, что Апель Молдовии ответственна за управление водными ресурсами. Озеро Белеу, вы как правильно подметили, это реликтовое озеро. И это одно из тех несколько натуральных озер, которые есть на территории Республики Молдова. Тем более, что это водоболотное угодье, это подпадает под Рамсарскую конвенцию, натуральный парк Нижний Днестр. И он очень важен для Республики Молдовы, как со стороны поддержания экосистем, поддержания этих водоболотных угодий, так и есть еще и экономическая сторона, это развитие туризма, что очень важно. И есть такие тенденции, в принципе, во всем мире, что в таких зонах страны развивают туризм. Беря во внимание из водности этого натурального озера, в последние года он очень сильно деградировало. Во-первых, озеро заилено очень сильно, и, во-вторых, был нарушен гидрологический режим, потому что в основном озеро подпитывается с реки Прут. И во время весенних, в основном, или летних паводков на Дунае, оно еще подпитывается за счет поднятия уровня Дуная и со стороны Дуная. Получается подпор, и, естественно, что поднимается уровень и прута. В 70-х годах на реке Прут было построено Костецкое водохранилище, Костеч-Цинка. Большое водохранилище, это самое большое водохранилище в Республике Молдова и в Румынии, управляется двумя странами. И естественно, что тот натуральный гидрологический режим был нарушен. Значит, весенние паводки срезаются, в основном за счет того, что предохранять прибрежные территории от наводнений, потому что в последнее время очень много сельскохозяйственных земель, да и населенные пункты, они как бы свой экстенс расширились в сторону этой водной артерии. И, естественно, это нарушило и водный баланс данного озера. И вторая проблема – это заиление вот этих подпитывающих каналов. Там есть 4 канала: Гырла Малнолеску, Гырла Попов, Карутару. И за счет того, что они заились, естественно, что их пропускная способность очень сильно уменьшилась.
Для этого нужно проводить и работы по очистке этих каналов, так называемых. Есть натуральные каналы, которые столетиями подпитывали озеро. Есть одно, вот это вот Манулеску, которое было, в принципе, искусственное вырыто для того, чтобы была вода в основном для ирригации прибрежных земель. Ну и большая еще проблема — это равенели. Это, значит, вот эти вот откосы, как правильно на русском сказать, которые эродируются во время дождей, значит, в селе Слободья-Маре. И вот все вот эти вот наносы, естественно, что смываются в озеро Белел. Для того, чтобы решить этот вопрос, этого озера, значит, привести его в более-менее, естественно, что в натуральное состояние его очень тяжело привести, да, уже нет. Это, в принципе, очень большая проблема Республики Молдова. Я сейчас не только за Белел говорю, я говорю за все затапливаемые зоны, которые были так как на Порте, так и на Днестре, потому что и пруд, и Днестр в советское время был обвалован, были построены противопаводковые валы для того, чтобы расширить сельскохозяйственные земли. Вот. И естественно, что все вот эти вот водоболотные угодья, они были исключены из режима гидрологического. Так что для того, чтобы, по крайней мере, консервировать это озеро и привести его в более-менее нормальное экологическое состояние, нужно предпринимать ряд мер, над которыми мы сейчас думаем. У нас есть, в принципе, уже и проектное решение. Другое решение чуть-чуть позже, если возможно. Да, хорошо. Спасибо, господин Кашеров. Я напомню, что именно вы в нашей программе тогда озвучили о том, что там, где добывается нет, во-первых, счетчиков, причем одно из объяснений было, что они растворяются. Это было очень оригинально. Сначала мы восприняли как шутку, потом поняли, что нет. Люди действительно считают, что никто в этой стране не учил ни химию, ни физику. И второе, что меня удивило, что есть, вы сказали и указали это в отчете, что есть показания о том, что нефть при добыче разливается, да, и загрязняет воду и окружающую там среду. Я заранее вам скажу, что когда мы снимали на месте, я снимала в одну неделю, мои коллеги поехали еще раз в другую неделю, и нам и там подтвердили, что да, они действительно это видели, и работники, и люди там недалеко проживающие, но это называется сейчас спойлер. Как обычно, проверяющие органы приходят тогда, когда ничего нельзя найти, к сожалению. Вы тогда сказали, что принимались решения по изменению законодательства, да, по усилению части защиты, по усилению части контроля. Что изменилось сейчас? То, что было достигнуто, это передача этого объекта в пользование государству, потому что у нас была такая ситуация, что этот объект управлялся администратором по банкротству, да, согласно закону банкротства. Это деятельность велась с 2017 года. Без лицензии уже? Без лицензии. И вот такими объяснениями, что мы не можем устанавливать счетчики на добычу нефти, потому что они растворяются и так далее. То есть мы не знаем, что там происходило, и верить той информации, которую мы получили от этого администратора, было бы неправильно, конечно. То есть это можно смотреть, и мы смотрели это по тем потокам, которые экспортировались в Румынию, но в любом случае мы не понимаем в конечном итоге, сколько нефти было добыто. Сколько государство заработало на этом? И государство на этом ничего не заработало, в принципе. То есть эти ресурсы, которые принадлежат народу, их просто украли. И за это, естественно, кто-то должен ответить в итоге. Но сейчас этот объект, он передан государству, организации ИХГО, то есть это гидрологическая экспедиция, которая в дальнейшем должна будет либо консервировать этот объект, закрыть его, либо
на конкурс его выставить для того, чтобы Передать очередную концессию? передать в управление тому экономическому агенту, который выиграет этот конкурс. В любом случае сейчас это еще не проводится, то есть сейчас мы хотим понять, что дальше делать с этим объектом. Если мы хотим высказать, если вы позволите, свое рентабельный. мнение по этому поводу, потому что я не вижу там такого экономического потенциала, чтобы мы вот настолько сильно рисковали, зная, что у Молдовы преимущественно засушливый климат, очень мало естественных водных источников. Мы ежегодно узнаем о том, что у нас пересыхает очередная речка, да, или исчезает очередной пруд, который существовал столько-то времени. И у нас есть озеро уникальное, которое, кстати, может в итоге, если мы не прекратим там играться в добытчиков нефти, привести нас к большим международным скандалам и санкциям. Да, мы это озеро должны рассматривать как фильтр воды, то есть оно находится перед впадением реки Прут в Дунай, да? То есть эти водно-болотные угодья, они не просто так существуют вдоль рек, это фильтры воды для того, чтобы обеспечивать качество воды, которая впадает дальше в другую реку или в море. Вот. Если мы нарушаем эти экосистемы, естественно, нарушается этот фильтр, то есть вода, она идет прямой наводкой со всем тем загрязнением, которое получает от всех населенных пунктов, экономических агентов, вот, и все это доходит до моря. То есть это не только уникальное озеро, где обитало очень много видов, много видов редких видов биоразнообразия, которые мы потеряли. Тут надо считать ущерб, то есть ущерб, который был подсчитан, он еще довольно-таки очень приблизительный, совершенно не... Очень далекий от того, что на самом деле, да, у нас есть... то, что мы потеряли, и то, что происходило вообще увидите, с 97 мы получили письмо из прокуратуры антикоррупции, где говорится о том, что они там приблизительно насчитали, но, насколько мы понимаем, это пока первичный, да, по каким-то отдельным фактам, и что впереди предстоит... Они действительно возбуждены уголовные дела, и предстоит разбираться в гораздо большей ситуации, которая там сложилась. И в этой связи я не могу не спросить. Там создана сейчас комиссия, и эта комиссия межведомственная, насколько я понимаю. Там есть представители и села Валени, да, где мы непосредственно тоже снимали и общались с людьми, которые там проживают, и с примарийцей, да, Донна Сильвия. И входят туда представители государственных структур. Я не знаю, Апель Молдовы включили? Нет, опять нет. А как они будут обсуждать озеро, если вот вас там опять нет? Риторический вопрос. Как обычно, значит, как довольно часто бывает в нашем государстве, да, слона-то я и не приметил. Значит, я, наверное, смогу ответить вам на этот вопрос, потому что Апель Молдове, в принципе, вода, загрязнение, это уже следствие каких-то действий, которые, в принципе, не входят в компетенции агентства Апель Молдове. Тут, наверное, потому что в Министерстве окружающей среды есть и другие агентства. Есть агентство геологии и минеральных ресурсов, которые именно ответственны за подземные ископаемые Республики Молдова. Есть агентство окружающей среды, которые ответственны за мониторинг качественной воды тоже. И есть инспекция охраны, экологическая инспекция, или как охрана экологии, не знаю, как правильно перевести, инспекторат протекции медиа. И Апель Молдове, в принципе, было бы неплохо, конечно, чтобы было и Апель Молдове, потому что, может быть, какие-то с какой-то экспертной оценкой влияния на, или даже, скажем, не влияние, потому что влияние, оно и так понятно. Экспертная оценка каких-то дальнейших действий для того, чтобы восстановить. Потому что, да, есть влияние вот этих вот скважин на качество, но мы почему-то забываем и о другом влиянии. Есть еще и диффузное загрязнение, есть еще точечное загрязнение. И я думаю, что тут я почему говорил, что проблему и решение
проблемы озера Белев — это комплексные проблемы, которые, в принципе, не только в компетенции агентства «Апель» Молдовы. Тут у нас есть очень много министерств, которые ответственны за... Есть Министерство сельского хозяйства, есть Министерство инфраструктуры, есть Министерство окружающей среды. И мы не должны забывать еще одно, что пруд — это трансграничная река. Дунай — это трансграничная река. У нас есть комиссии, двухсторонние трансграничные комиссии. Я не знаю, как еще до сих пор этот вопрос не поднимался на уровень комиссии со стороны наших соседей, потому что, по крайней мере, с Украиной у нас, я знаю точно, что каждый шаг неправильный, который мы делаем, они за нами следят, и мы за ними тоже, кстати. И мы эти вот проблемы выводим на... Да, выводим на уровень комиссии. И это очень правильно, потому что в таком случае легче найти решение. Да. Почему нет? Я почему делала на этом акцент? Потому что мне кажется, что мы опять приходим к тому, что победит экономический подход. Хотя я, честно, до сих пор не поняла, какая большая экономическая выгода государства Республика Молдова от того, что там добывается эта нефть, насколько я понимаю, не самого высокого и лучшего качества, которое... Зачем оно нам? И почему мы должны рисковать и добивать последнее, что у нас осталось, да, и уникальное место, которое мы можем оставить нашим детям, потому что даже прошедший недавно в Кишиневе ураган говорит, лишний раз подтверждает то, что мы жили не как хозяева на своей земле, а как временщики, которые вот просто добили экологию до состояния, которое сейчас будет нам природа мстить всеми силами, которые она имеет. И это озеро один из тех моментов, где... Я не вижу экономической. Лично я имею право, как это моя авторская программа, на свое мнение. В этом случае я предвзята. Я не вижу экономической выгоды большой от существования добычи нефти для государства Республика Молдова. А если бы мы эти деньги на протяжении всех этих 30 лет вкладывали в развитие региона, в консервирование флоры, фауны, всего, что там происходит, то там была бы совсем другая ситуация. Коллеги мне подскажут, что технически мы готовы сейчас. Я предлагаю вам и нашим зрителям посмотреть то расследование, которое оно получилось. Оно на румынском языке. Но я думаю, что там будет все понятно. И потом мы перейдем к тому, чтобы обсудить... Я принимаю любую критику, что мы где-то могли и не доработать, что-то не досмотреть. Нефть в обмен на реликтовое озеро мы назвали. Moldova, extracția țițeiului a început acum 30 de ani. Contractul inițial prevedea alocarea din profitul companiei a unui procent semnificativ pentru îmbunătățirea teritoriului și conservarea biodiversității din zonă. A fost respectat contractul și câți bani au fost alocați pentru conservarea lacului Beleu? Sau, dimpotrivă, a fost provocat un prejudiciu de mediu ireparabil? În 1995, printr-o decizie a Guvernului Republicii Moldova, a fost aprobat un acord de concesiune cu compania americană Redeco Ltd. Pentru explorarea și extracția petrolului. Pe 25 iulie 2002, Parlamentul moldovean a adoptat un amendament la legea cu privire la fondul zonelor naturale protejate de stat, acordând Redeco undă verde pentru exploatarea petrolului în imediată apropiere a lacului Beleu. În 2007, drepturile exploratorilor americani au fost transferate către compania locală Valiex-Schimb, proprietarul unei rețele naționale de stații de benzină și depozite. Acum, pe teritoriul Prutul de Jos se află 29 de sonde petroliere, dintre care, la momentul inspecției efectuate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, 19 sunt active.
Pentru a obține răspunsuri la întrebarea câți bani din cei obținuți din concesiune au fost cheltuiți pentru conservarea florei și faunei unice a lacului Beleu, ne-am adresat autorităților statului care au responsabilitatea de a monitoriza respectarea contractului și conservarea rezervației biosferei Prutul de Jos. Ecologiștii au încercat de-a lungul anilor să atragă atenția asupra problemelor ecologice legate de extracția petrolului din această regiune. Totuși, confirmarea documentară a daunelor ecologice a apărut în iulie 2021 în urma lucrării unei comisii parlamentare speciale asupra raportului privind încălcările în locurile de extracție și exploatare a resurselor minerale din Republica Moldova. Pe lângă faptul că punctul 2.20 din acordul de concesiune prevede obligația concesionarului de a respecta regulile de protecție a mediului din Republica Moldova, precum și convențiile și tratatele internaționale, documentația executivă va fi supusă unei expertize ecologice. Mai mult, în condițiile în care sondele petroliere sunt situate în rezervația naturală Prutul de Jos, ar fi trebuit să fie luate măsuri speciale de protecție în timpul lucrării. Totuși, lucrările de explorare geologică și exploatare au fost efectuate cu încălcări grave ale legislației de mediu, ceea ce în timp a dus la consecințe dăunătoare și uneori ireversibile pentru biodiversitatea lacului Beleu. Prejudiciul adus biodiversității și echilibrului ecologic al acestei rezervații de importanță internațională urmează să fie evaluat. În urma vizitării teritoriului de către membrii Comisiei de Anchetă, s-a constatat o situație catastrofală din punctul de vedere al protecției mediului și prevenirii riscului de poluare a apelor lacului Beleu cu scurgeri de hidrocarburi. Faptul ridicării periodice a nivelului apei și scurgerilor periodice de țiței în apă a fost confirmat la fața locului de angajații companiei Valiex-Schimp. În acest context există riscuri de aplicare a unor sancțiuni ecologice la nivel internațional pentru posibila poluare a rezervațiilor naturale din bazinul Dunării și Mării Negre. Ne-am întâlnit cu deputata Ina Coșeru pentru a-i adresa câteva întrebări. În raportul Comisiei de Anchetă, care a fost organizată în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 2021-2022 și care a ținut de identificarea lacunelor în sectorul minier din Republica Moldova, noi am menționat despre faptul că de-a lungul anilor, de când există acest zăcământ și este exploatat, din anii 97, e o perioadă foarte lungă deja și trebuie să subliniem că această exploatare a avut loc pentru că în sfârșit statul a preluat gestionarea acestui zăcământ în anul trecut, dar această exploatare a avut loc într-o zonă protejată. Deci într-o zonă cu o valoare din punct de vedere al biodiversității foarte înaltă, dar cu multe abateri. Și acest lucru ne l-au comunicat angajații atunci când am avut o vizită organizată la Văleni și am vizitat acel obiect și respectiv angajații ne-au spus că în perioadele când au loc inundații, primăvara, și când toată suprafața acelui zăcământ se inundă, mai multe sonde se revarsă în mediul natural cu țițeiul și poluează zona. În plus, despre poluarea bazinului în urma extracției de petrol vorbește și fostul ministru al mediului, Rodica Iordanov. Evident că apa în lacul Beleu nu este de calitate cea mai înaltă, fiindcă în primul rând este o sursă, avem și surse de poluare și, cum am zis, acele spălări de pe versanți și de la drumuri, fiindcă sunt cu gaze de eșapament deja îmbogățite, între ghilimele zise,
contribuie foarte mult la poluarea apei și să nu uităm că în zonă avem și sistem de pompare sau de extragere a petrolului și este o durere foarte mare pentru ecologiști. În primul rând că nu este acceptabil ca din arie naturală protejată de stat și în special în zonă protejată să avem o astfel de activitate de poluare și cunoaștem foarte bine că pe timpuri când erau inundații se mai făceau scurgeri de petrol în zonă. La momentul de față, din cauza că noi în anul 2022 și 2023 am avut o secetă și seceta a fost destul de dură pentru râul Prut, astfel de scurgeri de petrol noi nu am înregistrat. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că și cei care au practicat sau practică încă activitatea de extragere au schimbat sistemul de transportare a petrolului. Deși, evident că rămâne a fi o situație care rămâne a fi cercetată. Ministerul Mediului și Inspectoratul de Protecție a Mediului ne-au informat că în perioada 2022-2023 au fost efectuate controale inopinate care au constatat extracții ilegale de țiței. Ne-am deplasat la fața locului pentru a preleva apă și a verifica dacă în apele lacului există urme de produse petroliere. Acum angajații de mediu prelevează probe de apă pentru analiză. Luăm 2 probe, una va fi efectuată în laboratorul de referință de stat și alta într-un laborator independent. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a comunicat că prejudiciul calculat preliminar adus mediului înconjurător este de aproximativ 200 de milioane de lei și dosarul a fost transmis procuraturii pentru investigarea și identificarea persoanelor vinovate, care trebuie să curețe și să restaureze teritoriul contaminat. Am primit rezultatele expertizei. Chimista și ecologa Elena Kuligin a comentat aceste rezultate. Dacă ne referim la cantitatea de produse petroliere, ea este mai mică decât indicele de calitate pentru clasa 1, ce ar denota că la locul prelevării, nemijlocit la locul prelevării, nu există o poluare cu produse petroliere, dar de obicei ceea ce și este indicat și în rapoartele pe care le obținem de la oricare laborator este faptul că aceste rezultate se referă doar la proba prelevată. Elena Kuligin a explicat că în locul și în momentul în care s-a prelevat proba de apă nu există o depășire a normei, dar indicatorii pot fi complet diferiți în imediata apropiere a locului de extracție și în timpul revărsării lacului. Am clarificat cum se schimbă calitatea apei când petrolul ajunge în bazinul de apă și asupra căror procese influențează. Pornind mai întâi de la faptul că lacul Beleu este parte a unei rezervații naturale, adică o arie protejată, a cărui scop este de a proteja biodiversitatea, de a păstra intactă. Și lacul Beleu acoperă practic aproximativ 2/3 din rezervația Prutul de Jos. Respectiv, din punctul de vedere al faptului dacă ar exista factori naturali care ar influența poluarea cu petrol, ok, asta e un caz, un scenariu. Dar în contextul în care factorul uman influențează în zona protejată, e altă discuție. Bine, când vorbim despre petrol sau substanțele compuși petrolieri, în cele mai dese cazuri
în ecosistemele acvatice, în cazul nostru lacul, formează la deversarea în ecosisteme acvatice. Pe suprafața acestora se formează, să spunem așa, o peliculă de aceste substanțe, care în primul rând opresc schimbul de substanțe dintre aer, atmosferă și apă, hidrosferă. Și aici ne referim în special schimbul de substanțe, schimbul de conținut de oxigen din aerul atmosferic, absorpția lui în apă, dar și a dioxidului de carbon. Respectiv, dacă avem o insuficiență de oxigen în ecosistemele acvatice, evident că și biodiversitatea suferă. În primul rând, spunem așa, mor peștii, alte specii acvatice, microorganismele, ceea ce duce treptat și la moartea ecosistemului. Deși președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru investigarea încălcărilor în locurile de extracție și exploatarea resurselor minerale din Republica Moldova afirmă că firmele Redeco și apoi Valexchimp ar fi trebuit să efectueze anual un set de măsuri pentru eliminarea, localizarea sau distrugerea componentelor poluante din sol în scopul reabilitării ecologice sau restaurării și să monitorizeze cu atenție ca petrolul să nu ajungă în bazinul de apă. În ciuda faptelor indicate în raportul Comisiei, Inspectoratul pentru Protecția Mediului nu ne-a confirmat faptul poluării apei cu produsele activității sondelor petroliere. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a efectuat mai multe controale în acest teritoriu. Deci, concomitent, în urma acestor examinări a fost constatat și prejudiciul cauzat mediului prin extragerea țițeiului. Acest prejudiciu a fost înaintat organelor de anchetă pentru a iniția o cauză penală în vederea atragerii persoanelor responsabile de acest prejudiciu la răspundere penală. Dar dacă este să vorbim despre serviciile ecosistemice care le-ar putea oferi această regiune în cazul în care nu era afectată despre acțiunea omului, desigur că acest prejudiciu este cu mult mai mare și chiar necesită o estimare a unui grup întreg de specialiști format nu doar din inspectori de mediu, dar format din biologi, reprezentanții ai Academiei de Științe, deci a mediului academic cât și a organelor de stat. Doamna Coșeru insistă că este necesară efectuarea unei analize mai detaliate, inclusiv a solului în care, prin apă, ajunge poluarea. Acum, ca să demonstrăm că a fost poluare acolo sau nu, e nevoie să facem studii mai complexe, analize mai complexe a calității solului, pentru că acea poluare de mult a pătruns foarte adânc în sol și nu putem să o facem doar prin testarea calității apei la suprafață, sau putem să demonstrăm acest lucru atunci când iarăși au loc inundații și este o poluare nouă, o poluare proaspătă. Și putem să vedem că acele sonde care există și nu sunt puține, deci o parte sunt conservate, dar o parte, 20 de sonde sau un pic mai multe, ele sunt exploatate și pe timp de inundații, din cauza că nu au fost respectate normele de protecție a mediului, ele se revarsă cu produse petroliere în zona de protecție. Problema ecologică a fost discutată într-o ședință extinsă la Ministerul Mediului. A fost luată decizia de a elabora un plan pentru salvarea lacului Beleu. Statul caută nu doar modalități pentru salvarea lacului, ci și bani pentru finanțarea tuturor măsurilor necesare. Dacă e să vorbim despre un buget pentru a salva acest lac, cât de necesar este și cât de mare este și care este speranța că acest buget va fi identificat?
acum, la momentul de față, eu cred că nici Ministerul Mediului și nici Agenția Apele Moldovei și nici Agenția de Mediu, care sunt parte a acestui proces decizional, nu vor avea posibilitatea să spună care este totuși bugetul final. Fiindcă, în primul rând, tot procesul de restabilire a lacului, în primul rând trebuie de ținut cont că este o arie naturală protejată de stat și anumite acțiuni pot fi realizate. Unele sunt categoric interzise. Deci, doi, trebuie să facem totuși batometria corpului de apă ca să înțelegem care este situația, cât de mult este înămălit acest lac și respectiv trebuie să avem echipamente ca să pompăm acest mâl. Doi, trebuie să facem o expertiză foarte prudentă a mâlului ca să înțelegem care este componența chimică, dacă există poluare în acest mâl și să luăm decizii ce facem cu acest mâl, fiindcă nu poți să-l scoți și să-l pui pe un teren agricol dacă el este contaminat. Deci sunt mult mai mulți pași care trebuie să facă. Exact, numai proiectarea tehnică și evaluarea de impact care este obligatorie de a fi efectuată, ele costă și ca timp și ca bani. Dar este un proces care este posibil de a fi realizat. E realizabil, fiindcă în toată lumea se fac astfel de exerciții chiar și în ariile naturale protejate de stat. Pe 23 mai am expediat o solicitare oficială prin care ceream respectuos Ministerului Mediului un comentariu al actualului ministru privind situația lacului Beleu. Am încercat să contactăm telefonic anticamera ministrului, dar după câteva tentative nu a răspuns nimeni la telefon. Până în momentul primei difuzări a acestui material video, nu am primit un răspuns oficial. Am decis să aflăm poziția administrației locale referitor la acest subiect și am discutat cu primărița satului Văleni. Eu sunt aici primar din 2007. Am întâlnit și am petrecut foarte multe guvernări. Am bătut alarma, am vorbit, am strigat, am pus pe masa guvernanților noștri demersuri, interpelări, am dosare întregi de documentație, fiindcă de-a lungul anilor această exploatare se întâmplă conform acordului de concesiune încheiat de guvernul Sanghele în anul 1995, acord încheiat cu lacune din punct de vedere juridic, cu, cum am spus, multe virgule, 2 puncte, loc de interpretări, în așa fel ca de-a lungul anilor să se întâmple ce s-a întâmplat. Ca spre exemplu, cunoaștem că s-a făcut amendament la legea despre ariile protejate, că de fapt în arie protejată nu e voie de exploatat zăcământul nici de un fel. S-a făcut amendament la lege, li s-a permis să extragă petrol din Balta Vălenilor, parte a rezervației naturale, Prutul de Jos, creată încă în 1991-92 și atunci când ei au destupat că erau sonde nu săpate de compania Redeco, săpate de ruși în anii 60, după un proiect al unui institut de proiectări din domeniul din Odessa, deci nu a fost nici o reactualizare de proiect, nici un studiu despre o exploatare într-o zonă protejată. Mai mult de atât, li s-a emis o declarație de impact minim asupra mediului, dar de fapt toată problema ecosistemului din rezervația Prutul de Jos, de pe lacul Beleu, s-a început cu această exploatare, că ați văzut împădurirea care a avut loc, creșterea stufului în loc unde nu trebuia să crească stuful, dar trebuia să fie oglinda de apă, dar din cauza acelei îndiguiri masive, necontrolate, nemonitorizate de instituțiile statului, mă refer la Minister de Mediu, la Inspectorat Ecologic, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, curenții de apă n-au mai circulat după voia lui Dumnezeu și așa cum a fost înființat lacul ăsta de milenii, că este cel mai vechi lac, bazin natural din Republica Moldova. Și iată, ne confruntăm cu situația care o avem. Referitor la partea financiară,
După cum spuneam, în acordul de concesiune încheiat în anul 1995 între guvern și compania americană Redeco Moldova, deci era prevăzut doar o taxă în procente, deci primii ani 5%, primii 10 ani, următorii 5 ani 10% și tot așa, trebuia să ajungă în 20 de ani la 40%. Și uitați că de-a lungul anilor Ministerul Finanțelor, de-a lungul multor guvernări, Ministerul Finanțelor n-a fost capabil să lucreze o formulă ca aceste procente să fie transformate în bani și să fie încadrate în codul fiscal, deoarece conform codului fiscal, taxa pentru extragerea resurselor naturale revine la nivelul 2 și noi urma să beneficiem de defalcări de la bugetul raional. Nimic din toate astea nu s-a întâmplat. La toate interpelările mele către Inspectoratul Fiscal Local mi se spunea că dumnealor fac parte din categoria contribuabililor mari, ei nu-i monitorizează. La adresările mele către Ministerul Finanțelor mi se arăta acel contract, că ei sunt scutiți de orice alt impozit și taxă decât acele procente care, fiind menționate în 3 rapoarte a Curții de Conturi, că ei doar au calculat, dar n-au achitat, așa și-au rămas neachitate, ca guvernul Plahotniuc să-i dea în insolvență, sub pretextul că să se întoarcă toate datoriile la stat. Dumnealor figurau și în raportul Kroll, deja din 2007 a venit compania din Moldova, Valei Schimb. Și știm cu toții că și ei au fost parte la acea fraudă bancară. Și fiind în insolvență, deja au fost schimbați vreo 3 administratori judiciari. Abia de 4 ani încoace, cu ultimul administrator judiciar și cu compania Biofertiland care preia zăcământul de la Valei Schimb, care îl cumpără, am reușit să stabilim un dialog bazat pe respect către localitatea din care se întâmplă ce se întâmplă, să extragă aceste resurse. Cancelarea de stat a comunicat că în decembrie 2023, guvernul a aprobat hotărârea de încetare a dreptului de utilizare a zăcămintelor de hidrocarburi concesionate în baza acordului între Guvernul Republicii Moldova și compania Redeco Ltd. Conform acestui document, se creează o comisie pentru preluarea activelor și drepturilor de proprietate derivând din acordul de concesiune. Doamna Știrbeț a povestit că pentru a face dreptate pentru satul Văleni și pentru ca să primească plata de arendă, a fost nevoită să se judece cu administratorul de insolvență. Primăria primește acum circa 300.000 de lei anual, dar și faptul că în comisie sunt incluși și reprezentanți ai satului Văleni. În sfârșit, guvernarea, ocupându-se foarte serios de această problemă, a luat hotărârea de guvern prin care preia statul această exploatare. Deci fântânile arteziene și echipamentele vor fi preluate de Expediția Geologică, care este în subordinea Agenției Proprietăților Publice, APP-ul. Am insistat să fim incluși în acea comisie de primire-predare a acestui zăcământ. Eu ca primar, 2 consilieri, președintele Comisiei Buget și Finanțe, președintele Comisiei Agricultură, Amenajarea Teritoriului, Urbanism. Iată, suntem 3 vălenași care lucrăm în această comisie și ne vom bate până la capăt ca localitatea să poată beneficia, pe lângă arenda terenurilor, de acea defalcare din taxa resurselor naturale, care iarăși avem acum lege primită recent, că 50% din taxa pentru zăcămintele naturale să revină localității, la nivelul 1. Deci acolo vrem să ajungem. Am discutat despre starea lacului Beleu cu locatarii satului Văleni. I-am întrebat dacă s-a schimbat lacul. Să spunem așa mai pe de-a dreptul, cam în ultimul an de când doamna primară, doamna Silvia, atunci s-a mai simțit ceva că dă ajutor la sat. Dar până cu câțiva ani nici nu s-a tras atenția că s-a extras. Schimbări mari pentru așa cât s-a extras, spune că
satele care sau unde se extrase petrol, acolo spune că e sat bogat, dar la noi cam nu sunt. În ultimul timp se cunoaște că sunt schimbări. N-am văzut nici să schimbe. Dar au fost așteptări, speranțe? Am tras nădejdea, de unii speranță. Speranța moare ultima, dar dacă nu-i de unii. Cum credeți, starea lacului acum e ok, biosfera, toate chestiile astea? Nu prea. Dar de ce? E da să vede de acum și starea lacului și ele. Ei extrag, dar și Iată faptul că aveți o astfel de comoară ascunsă nu departe sub pământ, petrolul. Ați auzit că se extrage? Am auzit, da, soțul a lucrat acolo la... Cum credeți, iată, asta cumva e spre binele satului? Ați simțit ceva, investiții sau o schimbare a calității vieții? Cam nu prea. Ăștia cu petrolul nu știu ce fac ei, dar în sat nu investesc nimic, am înțeles. Dumneavoastră, cum credeți, are vreun impact ca extragerea asta asupra lacului, asupra păsărilor, asupra peștilor? Eu socot că da. Stăm și ne gândim că petrolul se extrage, dar înapoi nu știu dacă se mai pune ceva și într-o zi să nu ne ducem cu totul. Păi, nu-i corect dacă de acolo se extrage și înapoi ca și într-un buzunar. Pui bani, pui și tot vâri mâna și scoți, dar dacă nu mai pui, de unde să mai iei? Tot așa e și cu petrolul, eu așa socot. Bine, și dacă ei nu dau nici la sat și eu. Păi da. Dar mai extrag acum? Extrag. Și nu se împart cu satul deloc? Deseori în birourile Ministerului Mediului, altor ministere, de curând a Agenției Proprietății Publice, atunci când eu vin cu dovezi și argumenți de-a lungul anilor, mi se spune: doamna primar, sunteți o memorie instituțională. Nu vreau să fiu o memorie instituțională, dar vreau, în sfârșit, ca localitatea Văleni, să beneficieze și de un venit în urma acestei exploatări care ne-a poluat balta, ne afectează calea, drumurile către baltă, fiindcă avem un traseu turistic, un traseu ecoturistic care vrem să-l amenajăm, dar sunt multe lucruri care trebuie să le așezăm cu cel care va fi ales de către selectat, zic eu, și cred, printr-o licitație, un caiet de sarcini foarte bine structurat, cu condiții foarte clar descrise pentru această exploatare care se desfășoară într-o zonă protejată, care se desfășoară în apropierea și chiar în mijlocul lacului Beleu, să putem, cu Doamne ajută, profitul de aici nu să se ducă unde s-a dus toți anii ăștia, că vă povesteam despre toată aventura acestor ani când tuturor guvernelor de până acum le-a plăcut, le-a convenit să se ascundă după acel acord. Doamna primar, nu putem face nimic, avem acord de concesiune și trebuie să respectăm acordul, cu toate că acel acord este deja expirat de 5 ani și se exploatează în continuare, când nu putem pune capăt insolvenții, când nu știu ce. Dar uitați, avem câteva luni de când se lucrează foarte eficient în acea comisie de primire-predare și sunt cu toată încrederea că lucrurile vor fi așezate clar, vor fi așezate cu gând pentru fiecare parte. Desigur, trebuie să avem grijă de antreprenorii noștri, dar să nu uităm că, în primul rând, trebuie să avem grijă de natura și de ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu, ca să putem să transmitem și copiilor noștri frumusețea și autenticitatea și unicitatea peisajelor care le-ați văzut în Balta Văleniului, în rezervația naturală Prutul de Jos. Lacul Relicvă Beleu se află pe teritoriul Prutului de Jos, rezervație naturală de stat creată pe 23 aprilie 1991, cu o suprafață de 17.554 de hectare și începând cu 2018 este inclus în Rezervația Biosferei Prutul de Jos, fiind inclusă în rețeaua mondială UNESCO a rezervațiilor biosferei, recunoscută prin programul Omul și Biosfera, fiind aprobată prin decizia Conferinței Părților UNESCO din 25 iulie
2018 pentru a conserva și studia ecosistemul lacurilor și peisajul inundabil al cursului inferior al râului Prut, pentru a crea condiții favorabile de reproducere pentru speciile rare și pe cale de dispariție de plante și animale și include zone umede de importanță mondială protejate de Convenția Ramsar. Acum câteva decenii aici erau 27 de specii de pești și 228 de specii de păsări. Acum multe dintre ele au dispărut din cauza reducerii volumului de apă și poluării lacului. Sursele de poluare a lacului sunt numeroase, inclusiv produsele activității umane și atitudinea iresponsabilă față de patrimoniul natural. Totuși, sperăm că autoritățile și ecologiștii vor ajunge la un consens și va fi elaborat un plan detaliat pentru salvarea lacului Beleu, precum și conservarea și menținerea întregului teritoriu zonelor umede. Мы вернулись в студию, вместе с вами посмотрели результат нашей работы. Господин Казавко, как вы оцениваете работу команды Реалитати в этом исследовании? Ну, если брать с 0 до 10, я думаю, что на твердую десятку. Спасибо. Мы старались, как вы обратили внимание, посмотреть и несколько разных уровней центральной власти, дойти до местной власти, спросить людей на местах, что они думают по этому поводу. Обратились за комментариями в контролирующие органы, получили от них подтверждение, что есть 2 уголовных дела как минимум, и возможно будут еще, что ущерб еще оценивается. Но все это хотелось бы, знаете, так, чтобы не прошло просто туманным шумом. Сказали спасибо журналисты, но мы тут заняты, там, мы документацию приводим в порядок в соответствии, извините, с европейской или еще что-то. Мне хотелось бы увидеть гораздо больше активности от того же Министерства окружающей среды на эту тему, потому что это важно на самом деле. Мы можем какие угодно принимать законы, но если эти законы не работают, если контролирующие органы имеют большие ограничения и могут пройти с проверкой 1 или 2 раза в год, и они приходят не тогда, когда это все происходит. Вы сами говорили в первой части, да, до того, как мы стали смотреть, о том, что в основном полария, да, то есть загрязнение происходит во время разлива. То есть даже мы, когда пришли, этого разлива не было, и мы не уловили этот момент. То есть я уже не говорю о том, что необходимо провести, как сказала госпожа Кашеру, более четкий анализ земель, проверить, действительно ли там происходило загрязнение, и все это оценить. Но я надеюсь, что в том числе и наша работа сподвигнет к этому. Госпожа Кашеру, вы появлялись, да, вас и там передавали, как в той шутке, да, в том мультике, на котором мы выросли в детстве, да, вы высказывали свое мнение, вы видите результат того, как бы, что сделала наша команда. Что вы хотите добавить к тому, что мы сейчас еще увидели, потому что во второй части мы уже будем обсуждать планы, предложения. В первую очередь я бы хотела больше таких репортажей по различным экологическим вопросам, потому что это был тот сектор, та область, которая не интересовала никого, и вот поэтому у нас и есть такие плачевные точки, да, горячие точки, такие отрицательные результаты, и для этого нужно будет очень много денег для того, чтобы навести там какой-то порядок, да, и для того, чтобы этот регион зафункционировал как почки прута, да, мы говорим, там, лес — это легкие планеты, так вот, водно-болотные угодья — это почки каждой реки, да, и это я уже объяснила ранее, поэтому для того, чтобы оно функционировало так, туда надо будет инвестировать и вкладываться, но таких репортажей надо много для того, чтобы пробуждать общественное мнение, для того, чтобы
больше людей хотели понимать, что происходит вообще с качеством окружающей среды у нас и какие большие проблемы есть у нас и сколько стоят эти проблемы для того, чтобы окружающая среда была надлежащего качества для здоровья наших людей. Мы сейчас ставим небольшую запятую, мы уходим на рекламу, после рекламы продолжим наш разговор. Мы снова на территории свободы, продолжаем наш разговор. Господин Казаков, вы уже говорили о том, что в том числе эта территория охраняется конвенцией Рамской, которую мы подписали, да, и что будет происходить с Республикой Молдова или что грозит Республике Молдова, если будет зафиксирован тот факт, что мы загрязняем эти воды международные? Чем это грозит нам? Как я сказал, что пруд — это трансграничная река, и это один из основных протоков Дуная. Республика Молдова — часть Дунайской конвенции. Республика Молдова имеет двухсторонний договор с Румынией по реке Прут. Бассейн прута является частью бассейна Дуная. И в Республике Молдова есть свои обязательства, включительно и обязательства для поддержания хорошего качества воды и не позволять загрязнений. Естественно, что в случае каких-то аварийных загрязнений есть свои протокола, свои процедуры, но желательно к этому не приходить, конечно. Касательно вот озера, даже его, не знаю, озером называть, скажем так, натурального водного объекта. Для того, чтобы предпринимать какие-то меры, нужно очень найти правильные подходы. Потому что можно принимать какие-то инженерные, найти решения, но самое главное, чтобы в будущем не навредить еще сильнее. Значит, все те решения, которые должны и над которыми мы сейчас работаем, в принципе, они должны быть как бы благоприятные для природы. Значит, есть много было предложений, вплоть до того, что в половодье обводнять территорию этого водного объекта, строить какие-то гидротехнические сооружения для того, чтобы эта вода там не уходила оттуда. Но это имеет свои негативные, естественно, последствия, потому что при высоких... Естественно, что и кислород будет уходить. И тут белео — это живой организм. Это живой организм, который имеет свой цикл, ежегодный цикл. Да, вот естественно, что половодье он заполняется в течение лета. Естественно, что идет еще с поверхности большое испарение. Не должны забывать еще из-за климатических изменений, потому что сток прута чуточку изменился. То, что я говорил, что построено гидротехническое сооружение плотина Костеч-Стынка. Мы даже сейчас рассматриваем возможность ввести в регламент возможности весенних экологических попусков, то, что мы делаем каждый год с Украиной по Днестру. Есть у нас, и в прошлом году, слава богу, в принципе, вроде бы реанимировали этот проект. Есть такой хороший проект «Дина» называется, под зонтиком Дунайской комиссии. Значит, это проект для 4 стран: Украина, Молдова, Чехия и Монтенегро, кажется, не помню точно. Но именно Белео вот является частью этого проекта. В прошлом году у нас было в Вене заседание, отчетное заседание комиссии, и, в принципе, все члены комиссии, это и Австрия, ну, те члены с бассейна комиссии, в принципе, поддержали этот проект. Уже дальше будем работать с донором, с глобальным экологическим фондом, и вместе с коллегами с Украины, с Чехии будем работать над тех заданием для продолжения этого проекта. Помимо этого есть, и правильно говорила госпожа Кашеру, что для того, чтобы предпринять какие-то правильные действия в этом водном объекте, в водном массиве, нужны финансы. Финансы, конечно, очень большие, их можно только эстимировать, эти финансы. И я думаю, что
можно будет даже как бы этапировать те работы, которые мы там должны сделать. То, что я говорил, что, опять же, нужно работать по облесению тех склонов, которые эродируются во время дождей и смываются, и это тоже попадает и приводит к вторичному заиливанию. Это и очистка тех водотоков, которые подпитывают это озеро. Они, есть некоторые, которые очень сильно заилены, и в принципе они работают только, я имею в виду, что имеют возможность, пропускную возможность только при очень высоком уровне прута. Да. И еще есть одна проблема, над которой тоже нужно думать, это река Прут, у нее очень большая концентрация взвешенных частиц. И вот это приводит тоже к загрязнению. И тут тоже нужно искать какие-то, ну это есть международные практики, для того, чтобы натурально останавливать эти частицы до того, как они дойдут до реки. Идеи есть, в принципе, как решить этот вопрос. Над этим мы уже работаем. И, кстати, начали мы эту работу еще в прошлом году, когда была министром Радика Ярданов. Даже сделали, у нас есть группа рабочая, у нас есть план действий, где каждая структура министерства, ну, говорим про Министерство экологии, имеет свои обязательства по этому плану. Наши обязательства Апель Молдовы, естественно, это прийти с решениями по восстановлению водного обмена между рекой Прут и Дунаем. Над этим мы сейчас работаем. И, естественно, другие учреждения, как экологическая инспекция, имеют свои, в принципе, компетенции. Мониторинг качества, это, естественно, под экологическим агентством. Исключать не должны Молсилва, потому что Молсилва — это очень важный актер в этой работе, потому что, в принципе, этот парк, эти водоболотные угодья, они, в принципе, администрируются Молсилвой. Так что здесь должна быть только командная работа. Господин Кашер, к вам как к депутату подхожу с точки зрения законодательной, да, и контроля законодательства, потому что у парламента есть две функции. Он не только принимает законы, но и осуществляет контроль. Поэтому я вас с этой точки зрения спрошу, что мы можем изменить, насколько мы меняем законодательство для того, чтобы сохранять нашу экологию, да, нашу природу хотя бы в том виде, в котором есть сейчас, чтобы вот эта вот пропасть не увеличилась, хотя можно было бы, наверное, мне кажется, какие-то моменты еще можно вернуть. Еще какие-то моменты вернуть еще, наверное, можно немножко. И второе, тоже законодательно, может быть, больше полномочий, чаще проводить проверки там, где речь идет о большом экологическом ущербе. Потому что когда мне говорят, что они могут проводить 2 раза в год проверку, я понимаю, что это очень большое ограничение. Для этого и была создана комиссия, которая провела ту объемную работу в течение 9 месяцев, и был разработан отчет, который мы представили. И вот сейчас в конце месяца мы ждем Министерства окружающей среды для того, чтобы заслушать те дальнейшие результаты, которые были получены в реализации рекомендаций, которые прописаны отчетом. Да. И будет представлен новый проект кодекса по недрам. То есть то, что мы туда включали, и включительно и для вот таких объектов, которые касаются добычи нефти. То есть у нас будут там поправки, очень важные не только по гармонизации к европейскому законодательству, но и то, что мы прописывали в отчете. Проверки, они нужны. Одна из рекомендаций касается подсчета ущерба. То, что я сказала, этого недостаточно. То есть мы должны подсчитать, насколько провинились все те, которые администрировали этот очень важный объект, который, с одной стороны, должен был пополнить наш государственный бюджет, но не пополнил, и люди в итоге не были бенефициарами, да, тех природных ресурсов, которые принадлежат всему населению страны. С другой стороны, это охраняемая территория, то есть насколько
огромен тот вред, который был нанесен охраняемой территории, и что надо делать в дальнейшем. То есть в отчете написано, что все те компании, которые управляли этим объектом, они должны были на определенный счет складывать денежные средства для того, чтобы вкладывать их, инвестировать их в облагораживание этой территории, в защиту этой территории. Но этого ничего. Прокуратура об этом знает? Да, прокуратура знает, и мы работали с прокуратурой. Прокуратура знает про все объекты, где добываются полезные ископаемые, и что у них нету таких счетов, то есть это буквально 2-3 экономических агента, которые это делают, а у нас более 140 экономических агентов, которые добывают полезные ископаемые, у которых нет таких счетов и которые не вкладывают в рекультивацию тех площадей, да, где они добывают полезные ископаемые. И это яркий тому пример, но к тому же территория, которая охраняется и которая охраняется на международном уровне. То есть здесь нужно очень тесное сотрудничество с румынской стороной, так как это пруд, и обе стороны заинтересованы в том, чтобы этот регион работал как фильтр воды для того, чтобы обеспечивать определенное качество воды в Дунае, после чего пруд впадает в Дунай. То есть здесь надо вести переговоры с румынским правительством и видеть, какие могут быть подключены финансовые источники для того, чтобы начинать работу в этом направлении. Ну и кроме того, все, что говорил господин Казаку, надо проводить. То есть надо чистить все эти каналы и, мы можем себе по крайней мере, где мы на это возьмем деньги? В первую очередь нам надо понять, что там происходит, сколько нам нужно средств, и потом сесть и обсуждать эту проблему с Европейским Союзом, с европейскими партнерами, потому что я уверена, что это наша общая проблема, и решать мы ее должны сообща. Ну и в конечном счете этот объект, то есть он был передан на баланс государства. Дальше, что мы с ним делаем? Мы его дальше эксплуатируем, после чего какой-то экономический агент его выиграет в рамках конкурса, или мы консервируем этот объект, потому что согласно европейскому законодательству мы должны определить все 25% территорий от общей площади страны, которые будут охраняться согласно европейским директивам, таким как Натура 2000. Это будет большая головоломка для нас, для всех, но вот именно такие регионы, которые богаты биоразнообразием, которые являются очень важной экосистемой с точки зрения биоразнообразия, очистки воды и так далее, именно они подпадают под эту директиву и могут в дальнейшем рассматриваться как эти 25% территории. То есть если мы рассматриваем это так, значит мы не проводим там никакие эксплуатационные работы, а консервируем и вкладываемся в защиту этой территории и рассмотрение ее как очень ценной экосистемы для того, чтобы защищать наши природные ресурсы. А если это экономическая деятельность, то надо ее проводить для того, чтобы от ее результатов бенефициариями были все. То есть в государственный бюджет надо пополнять финансовые источники. А вы себе представляете, как так добывать нефть, чтобы вокруг нигде не было загрязнений нефтью? Я просто такой системы не знаю. Я уверена, что европейские партнеры, которые добывают нефть, те же норвежцы, они не загрязняют свою окружающую среду. И есть сегодня такие технологии. Мы говорили с инвесторами, которые посещали парламент в течение этих почти 3 лет, с тех пор, как мы у власти, и которые рассматривают этот объект Поленский как потенциальный объекты для эксплуатации. То есть вы верите, что... Но не на тех глубинах.
Что, это еще, значит, надо еще сильнее не на тех глубинах бурить. В 400-600 метров, а то, что делают, да, Подождите, но рентабельность классической нефти будет тогда какая? Сколько ее там должно быть, чтобы она окупалась, если бурить на 2000? Никто не будет бурить, пока не будет знать точно, что там есть потенциал. И никто не будет давать разрешения государственные структуры для того, чтобы такой инвестор там работал, пока он не убедит молдавскую сторону в том, что вся экономическая деятельность будет проходить с учетом экологических требований. И это делается в мире, то есть есть... Я завидую вашему оптимизму, госпожа Кашира. 30 лет добывали, никому интересно не было, что там происходит. Да, потому что... Поэтому вы сейчас говорите, что все будет вот так, как надо. Я вам серьезно говорю, я завидую вашему оптимизму. Я просто знаю, что если бы одна комиссия в парламенте не началась, и если бы вот так вот за ниточку не потянули, я не знаю, был бы наш сегодняшний разговор тут в студии, понимаете? Я не нефтяник, я уже это говорил. Но у меня такое ощущение имеет, что если бурить на 2 километра, да, там уже другое оборудование, это уже другие объемы. И сама площадь не настолько большая, чтобы можно было. Я говорю, что это мое мнение личное. Вот я как раз хотела ваше личное мнение сейчас спросить, как вы считаете, что было бы верно, законсервировать эти скважины и не пытаться играть с природой по поводу, не знаю, сомнительной выгоды. По крайней мере, до сих пор выгода государства от этого была весьма сомнительна. Да? У нас нет доказательств того, что государство заработало приличные деньги, рискнув вот этим вот самым озером. Да? Или все-таки передать другим опять на концессию и надеяться, что третьи концессии уже будут порядочные, которые будут Лично все кругом еще. Да. Лично мое мнение. Я сейчас говорю не как представитель Министерства экономики или Министерства финансов, которые имеют дело с бюджетом, с развитием экономики, но говорю, скорее всего, как часть работников экологии. Я думаю, что было бы по мне законсервировать все-таки. Но, опять же, это мое личное мнение. Может быть, опять, любая экономическая деятельность должна иметь такую компоненту, как feasibility study, студия feasibility. Естественно, что любая планированная активность должна проходить экологическую оценку. И уже в эти документы, эти два документа, скажем, должны сказать, есть рентабельность и экономическая, и, если говорим об окружающей среде, о потенциальном нанесении ущерба окружающей среде от планированной экономической деятельности. Какова вообще общая ситуация с водными ресурсами Молдовы? Вот будем сейчас закрываться, да, последний у нас осталось минут 7, да, давайте от одного озера, примеры одного озера, оно не единственное, Манта там тоже довольно в плачевном состоянии, и другие, про другие вообще молчу. Ну, это вот, возьмем с того, что Манта это в принципе, Белеу это тоже как бы натуральные озера, это не искусственные. У нас, если говорить про искусственные озера, которые построены на речках, на малых реках внутренних, слава богу, пруд и Днестр, ну как, они, нагрузка там тоже большая, имеем Новоднестровский, имеем Дубасар, Штынка, но малые реки, они, конечно, очень зарегулированы, во-первых, канализированы, скажем так. Но это, опять же, у нас наследие Советского Союза. И, к сожалению, последние 30 лет ничего не делалось для того, чтобы реставрировать и приводить в первоначальное состояние наши внутренние реки. Я смотрел, в принципе, практику, читаю. Была возможность поехать. Есть очень хорошие, очень красивые проекты. Европейские страны делают по ревитализации рек, по восстановлению меандров рек, но тут опять же есть одна проблема, финансовая проблема, потому что для того, чтобы восстановить первоначальное состояние реки, это нужно будет, во-первых, выкупать землю, потому что у нас во время приватизации были приватизированы земли вплоть до уреза воды рек, и это, естественно, что тоже приводит к загрязнению и заиливанию этих рек. Состояние, конечно, удручающее. Работы очень много.
и потребуется очень много финансов. Но, в принципе, опять же говорю, что для того, чтобы сохранить, скажем так, на данный момент водные ресурсы, или для того, чтобы проводить какие-то работы по улучшению, нужна совместная работа всех подведомственных учреждений Министерства окружающей среды. Инспекция, то, что в принципе, что для Белеу, то, что для всего остального. Очень важно облесение водоохранных полос, очень важно работать с инспекцией по ликвидации тех нелегальных плотин, которые построены по рекам, потому что у нас агентство АПИ Молдовы, мы не имеем права, есть инспекция для этого, но мы с ними работаем в этом направлении. И естественно, что очень важно трансграничное сотрудничество, потому что мы имеем два основных источника воды, как качественный, так и количественный, это пруд и Днестр. И вот это трансграничное сотрудничество очень важно, потому что бассейн, в принципе, вот эти вот реки, да, скажем так, их подпитывает бассейн. И когда мы говорим только про Днестр, это неправильно. Ну, говорим, должны иметь бассейновый подход. Потому что, когда говорим про Днестр, мы должны говорить про Бык, должны говорить про Ботну, должны говорить про Реут. И, естественно, что должны говорить с украинцем по тем проблемам, которые есть у них, и находить общее решение этих вопросов. Кстати, с украинцами мы очень, в принципе, продвинулись в этом направлении. Вот, к сожалению, из-за войны у нас сотрудничество немножко затормозилось, но сейчас мы начали опять работать. Имеем один проект GES-овский для финансирования. Есть у нас совместный план действий по бассейну. И естественно, что еще и работать и с другими министерствами, Министерством инфраструктуры, сейчас я говорю о точечном загрязнении, это почему-то мы пошли вперед с проектами по водоснабжению, но очень сильно отстали по проектам с очистных сооружений и канализации. И сельское хозяйство — это диффузное загрязнение, естественно. Ну, если мы сейчас только вот в этом году выделяем деньги взяли у Мирового банка, насколько я помню, это для таких больших достаточно городов, как Камрад, Сорока, да? И Неспрены? Или два города. По поводу строительства очистных сооружений, Сорока — это Днестр напрямую, выше, Кишинева явно, то есть это все к нам сюда идет. И Елпуг, Камрад, Елпуг, который там уже еле-еле вообще, если не знать, что там река, можно и не заметить в некоторых местах, если честно. К моему глубочайшему сожалению, потому что для юга это особая проблема, реки. И даже стыдно говорить, 2024 год мы пытаемся делать в городах, я уже молчу про другого типа населенные пункты, очистные сооружения. Просто нет слов. И кто-то там спорит, против кого дружить. Давайте строить, зачем нам против кого дружить будем? Вот то, о чем говорил сейчас господин Казаку. Я понимаю, что это все будет требовать законодательной базы и контроля обязательно за выполнением законодательства. Потому что о Молдове часто говорят, что у вас неплохое законодательство, нет контроля за выполнением законодательства. Пару раз я столкнулась с тем, что законодательство у нас местами так себе, а не только контроль за его выполнением. Сейчас я понимаю, что мы продолжаем менять законодательство, чтобы оно соответствовало европейским стереотипам, простите, стандартам качества, да, стандартам. Мы сможем выполнять или мы только на бумаге пропишем все по-европейски? В конце июня ждем официального открытия переговоров с Евросоюзом, когда мы начнем сближать наше законодательство к 27 тысячам европейских директив. Очень большая нас ждет работа, объем, конечно, колоссальный. И в разделе, который касается окружающей среды, все обязательно. То есть надо все директивы гармонизировать, или наше законодательство гармонизировать к этим директивам. А для того, чтобы все эти законы реализовывать, нам нужны функциональные структуры, да, которые будут это законодательство реализовывать. То есть я здесь говорю об экологическом агентстве, да, агентство окружающей среды
инспекция по окружающей среде, которая проверяет внедрение законодательства. И вот, когда у нас есть законодательство по воде, которое предусматривает, у нас это законодательство 2013 года, предусматривает, что все экономические агенты должны перед сбросом своих сточных вод очищать ее, должна быть, либо предочистка, если ты находишься там в Кишиневе, да, и ты подключен к центральной канализации, или другой город, неважно, но ты подключен к центральной канализации, ты обязан осуществлять предочистку, или если ты где-то там, я не знаю, в середине поля, значит, тебе нужна твоя станция по очистке сточных вод. И вот здесь непаханное поле, а с 2013 года все должны это делать. То есть вы совершенно правы, что законодательство есть, но оно не исполняется. Ты должен был, простите, проверять. Или Проверять сейчас дешевле штраф были... заплатить и жить себе еще год спокойно. И вот штрафы тоже не должны быть такими, которые дешевле заплатить и жить себе спокойно. То есть штрафы должны быть такими, чтобы... выгоднее было установить все, абсолютно все. Я здесь не только про экономических агентов говорю, но и про муниципальный сектор, и про наших граждан. То есть, мы вернемся к теме мусора попозже с вами. Там тоже много чего будет. Всем было нерентабельно, да, оплачивать штрафы, чтобы штраф действительно тебя прижимал к стене. Мотивировал, да, реализовывать законодательство. А по воде у нас очень плачевная картинка. У нас 10% лесов, поэтому есть программа. Но эта программа нам будет работать на объем водных ресурсов через 20 лет. Знаю, а до этого надо каким-то другим образом оберегать те водные ресурсы в очень минимальном объеме, которые у нас есть. И когда мы проходим засушливые сезоны, а их очень много и будет еще больше, потому что мы сами все это себе сделали, то это очень хороший для нас пример, что нам надо жить уже по-другому. И вот закон, потому что вы говорите про законодательство, например, у нас есть закон, за который мы проголосовали в парламенте по климату, да, Леджа Климей. Очень революционный закон, то есть он предусматривает, что все сектора экономики должны работать по-другому для того, чтобы экономить водные ресурсы или сбрасывать меньше парниковых газов для того, чтобы предотвращать изменения климата. То есть у нас уже есть очень интересные законы, за которые мы проголосовали, но они очень дорогостоящие, и нам надо работать в этом направлении. В таком случае хотелось бы, чтобы они были не только интересными, но еще и финансово подкрепленными. Конечно. Согласна. Да, в принципе, экологическая отрасль, она, или этот экологический, скажем, сектор, он очень дорогостоящий. Как пример могу, вот, для того, чтобы привести качество воды в Рейне к классу хорошего качества, вот была презентация коллег с Германии, они сказали, что им потребовалось 20 лет и 2,5 миллиарда евро. Хорошо, раз вы заговорили про Рейн, не могу вас не спросить, нас целый месяц пугали о том, что в августе и сентябре Кишинев может остаться без питьевой воды, что ситуация с Днестром катастрофическая, нет из гор воды, и еще и то, что есть Украина там то ли сбросила раньше, то ли не пускает. В общем, объясните нам, пожалуйста, есть ли действительно такая большая угроза, или все под контролем, а вот целые 2 недели дождей исправляет ситуацию? Пока все под контролем, но опять же, все зависит от, естественно, что где-то 80% стока Днестра, он образуется в Карпатах. Да, в периоде апреля-мая Украина сбрасывала много воды за счет для компенсации недостатка в энергетической системе, которое было обусловлено уничтожением теплоэлектроцентралей. Для нас это, в принципе, было в какой-то мере и хорошо, потому что вот эти сбросы, они как бы совпали с экологическими годовыми попусками, не в таких объемах, естественно, но для нижнего течения реки Днестра это было хорошо. Были. Сейчас, в принципе, мы дошли до такой отметки в водохранилище Днестровском
114 отметка, которая, я не помню, по крайней мере, сколько я работаю в агентстве, летом мы никогда не входили с такой низкой отметкой. Поэтому и появились, вот если вы видели съемки с Хотиновской церкви, там, в принципе, Днестр течет, да, но это, вот сейчас вот можно посмотреть, как течет натурально Днестр. Потому что уменьшился уровень водохранилища, вода водохранилища отошла. Естественно, то, что было залито водохранилищем, оно уже как бы сухое. Река там течет, как текла, так и течет, где-то порядка 80 кубов. У нас было в прошлую пятницу, приезжали коллеги с Киева, значит, у нас было экстренное совещание уполномоченных, и были и онлайн и представители Укргидроэнерго. Мы сделали свои расчеты, они сделали свои расчеты, они в принципе совпадают. И беря во внимание тот резерв воды, который есть в водохранилище, нам перекочевать это лето, естественно, для того, чтобы обеспечить как необходимым уровнем воды для работы водозаборов, водоснабжения Кишинева, Сорок, Бельц и не только, и включительно хватит, и для орошения, хватит. Но даже если будет как прошлое лето 40-45? Прошлым летом 40-45 что? Плюс был. Что способствует быстрейшему испарению воды, насколько я понимаю. Тут испарение воды вы очень правильно сказали, потому что оно очень большое. Мы брали испарение тоже. Мы брали самые минимальные притоки, которые есть, многогодовые, среднесуточные, среднемесячные, скажем. Расчеты у нас есть. Но, опять же, это у нас, мы сейчас говорили на ту ситуацию, которая была 7 июня на прошлом месяце. В конце июня мы опять будем встречаться, опять будем говорить, посмотрим, какой есть приток. Посмотрим сейчас, какие дожди будут, потому что, в принципе, вся надежда на июнь месяц. За многолетние исследования показывают, что июнь месяц как бы дождливый, июль-август уже идут, если только они идут какие-то большие паводки, для того, чтобы большие дожди, вот как было в 2008 году, когда в 2010, когда в июле-августе были большие дожди, и у нас были даже и наводнения. Пока все под контролем. Работаем постоянно с ними, мы с украинцами в контакте, но вот это повода для паники нет. Спасибо вам большое. И вам отдельно еще спасибо, госпожа Кашеру, за открытость и сотрудничество постоянное, и за то, что вы нас на эту идею натолкнули сделать расследование по озеру Белео своим отчетом, который вы представили. И мы очень надеемся, что дальше все-таки будет неравнодушная комиссия, и на этот раз звенящий, возможно, да, теоретически звенящий доллар, лей или не знаю, какая там будет монета, не перевесит до конца последнее, что у нас осталось из природного наследия. Очень хочется верить в то, что те, кто будут принимать это решение, будут все-таки думать о том, что мы оставим нашим детям, а не только о том, что нам сегодня попадет в бюджет. Потому что бюджет мы знаем разные способы, как пополнить, а в итоге, чтобы не осталось так, что наша зеленая Молдова станет желто-коричневой, и придется переписывать все учебники географии, где было написано, что Республика Молдова страна с умеренно-континентальным, находится в умеренно-континентальном климате, преимущественно летом засушливым, да, степь, лесостепь, да, у нас было, насколько я помню. Да. Скоро перейдем в полупустыни и степи такими темпами. И вам большое спасибо за передачу. Желаю вам больше таких передач. Вам большое спасибо еще раз за то, что пришли. И я надеюсь, что все-таки придут и представители Министерства экологии действительно с конкретными предложениями, планами. Мы никому не враги, мы для всех открыты, и мы стараемся озвучить проблему, показать с разных сторон для того, чтобы действительно найти решение этой проблемы. Потому что мы все живем в этой стране, и наше будущее зависит от того, что мы сохраним для себя и своих детей. С нашими зрителями прощаюсь до понедельника. Берегите себя и своих близких.